Здесь же, в музее имени Андрея Журавского, нашей съемочной группе показали, как делать ложки дедовским способом с помощью топора и ножа. Ксения Мишарина о том, что бить баклуши – это далеко не всегда сидеть без дела. Ложки традиционно делаем из березы, как самый доступный материал здесь. Так как обычно резчики используют липу или там другие дерева, но у нас самый доступный – это береза. Мы находимся в отделе народных художественных промыслов Усть-Илимского историко-мемориального музея имени Андрея Журавского. Попросили мастера Дмитрия Налимова показать, как делали ложки дедовским способом – с помощью топора и ножа. Это мы говорим бить баклуши, значит бездельничать. Но те, кто на самом деле бьет баклуши, без работы не сидят. Вот на заготовку наносят рисунок по трафарету. У каждого мастера своя форма ложки, так сказать, свой фирменный стиль. Каждого мастера можно по своей ложке узнать уже, по ихней. Кто делал, какой мастер и в какой деревне. Топором делают всю грубую работу, убирают лишнее. Пока идет наша съемка, узнаем у Дмитрия Налимова, где он научился ремеслу. У мастеров Трусова и Замежной. Примерно можно форму придать, какая она будет. Так, черпак и ручка. Немножко высоко получился. Вся грубая работа в основном топором. Топор, нож. Чтобы закруглить форму, в ход идет нож. Со стороны кажется, все происходит легко, как будто картошку чистят. Дмитрий Напалков нам поясняет, материал сырой, режется хорошо. Дальше мастер берет самодельные ложкорезы, их на столе 3, и, как он говорит, убирает черпало. В таком виде уже ее на сушку. 4 дня ложку сушат в естественных условиях и после шлифовки отдают художникам. И вот она, известная пижмская роспись, которая выполняется пером и соединяет геометрические и растительные элементы. Ксения Мишарина, Елена Красильникова, Артем Соколов, Павел Люленмин, телеканал Юрган.